230 тысяч рублей. Столько нужно, чтобы слышать мамин голос, звуки природы и продолжить учиться четко говорить. Шестилетнему сыктывкарцу, страдающему двусторонней тугоухостью 4 степени, нужны новые сверхмощные слуховые аппараты. Через фонд социального страхования такие не получить. Там выдают аппараты слабее. Между тем, от этого зависит развитие ребенка и то, насколько его жизнь в дальнейшем будет полноценной. Елена Кононова о том, как можно помочь семье. Тянись, 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 аккуратно ставим. И еще выше. Ура! Он словно с вечным двигателем. На одном месте шестилетнему Максимке трудно усидеть. Постоянно скачет, танцует, играет. Одним словом, любит веселиться. Когда устает от вечной беготни, тогда в ход идут более спокойные занятия. Книжки посмотреть, почитать. Ну и больше, конечно, вообще мы стараемся на развивающие, да, такие хотя бы моторика. Даже пусть это будут не интеллектуальные занятия, но это вот сортеры разнообразные, там мозаики, пазлы, что-то такое. На первый взгляд обычный ребенок, если бы не слуховые аппараты в ушках малыша. С ними Максимка с полугодовалого возраста. Тогда врачи поставили ему диагноз тугоухость 4 степени. Эти приспособления для мальчика словно мостик в мир звуков. Без них пугающая тишина. И в последнее время все чаще сбиваются настройки и выключаются. Меняли на обоих аппаратах где-то раз в 7-10 дней. То сейчас, вот конкретно на этом, буквально каждые 2 дня. Срок действия слуховых аппаратов всего 4 года. У Максима они уже давно выработали свой ресурс. Пора менять. Через фонд социального страхования можно взять бесплатно, но и качество у них несопоставимо. Они проще, не такие сильные. А малышу нужны как раз сверхмощные цифровые многоканальные. То есть от этого, от того, как он будет слышать, зависит, как он будет развиваться, как он будет разговаривать, как он будет жить дальше в обществе и сможет ли, самостоятельно адаптироваться к какой-то жизни, в будущем. Максим может перестать разговаривать, что с таким трудом было достигнуто и мамиными стараниями, и в реабилитационном центре фонда «Сила добра». Поэтому занятия, которые мы проводили, принесшие результат, хочется, чтобы аппараты, на которые мы сейчас собираем деньги, принесли последующую пользу без утрачивания навыков. Мы понимаем, мама подошла к нам с вопросом о том, что сейчас аппараты уже барахлят. И, соответственно, вот это время, вот эти несколько дней, может быть, это растянется дольше, не хотелось бы, конечно, хотелось бы сделать гораздо быстрее. Это время будет на утрачивание навыков. Но стоимость только одного аппарата 115 тысяч, а надо 2. Для семьи, где работает только папа, это неподъемная сумма. Одна надежда на неравнодушных людей. Поможет любая сумма, хоть 50, хоть 100 рублей. И здесь главное успеть. В свете последних событий, когда цены на все подскакивают буквально за сутки, аппарат уже зарезервирован и на подходе в Сыктывкар. Елена Кононова, Роман Боровиков, телеканал Юрган.